Я прошу показать следующий синхрон. Ну, во-первых, человек должен доверять своим глазам и своим ушам. То есть он может выйти на улицу, посмотреть, может прийти в духовное управление, пообщаться с людьми, крымскими татарами в том числе, которые работают в органах власти, везде, кстати, и в муниципальных, и в государственных органах власти. Человек водит своих детей в детский садик, скажем, в школу, он сам работает, он ходит, видит, что в Крыму строятся дороги, строятся мечети, то есть все развивается. Я думаю, это достаточно для человека незаангажированного, у которого, скажем, здравомыслие идет впереди, нежели его какие-то чувства, какие-то эмоции необоснованные. Необходимо доверять тем, кто живет вместе с тобой здесь, в Крыму. То есть мы, духовное управление в частности, другие, скажем, люди из числа крымско-татарского народа, которые ведут активную социально-политическую жизнь. Они здесь, и поэтому необходимо прислушиваться к тем, кто разделяет с тобой твою боль и твою радость, находясь здесь, а не слушать тех, кто за 1000 километров пытается тебе рассказать, как в Крыму живет. Ну, очень, наверное, тяжело будет комментировать подобного рода слова, они очень колкие, очень... Нет, смотрите, опять же, вы знаете, нас же смотрят крымско-татарский народ. И нас смотрят люди, которые как раз не по совету Айдара Исмаилова, а поскольку они в этой жизни смотрят все реальными глазами, они ходят по крымской земле, они все это видят. И говорить о том, что надо ходить и смотреть и слушать своими ушами, своими глазами, это очень хороший совет. Но если ты сам ему следуешь, я бы предложил Айдару Исмаилову, знаете, я сейчас буду называть людей, с которыми у меня были большие разногласия, но эти люди очень пострадали после прихода оккупантов. Хотя первое время они поддержали приход оккупантов. Пусть Айдар Исмаилов пойдет домой к Фазылу Ибраимову, чей дом снесли в Стрелковом и которого судили. Пусть он пойдет домой к Ватану Карабашу и вообще к этой большой семье Карабашев. Да пусть он сходит домой к Умирага Ибраимову, отцу Ирвина, про судьбу которого мы не знаем. Мы лишь молим Аллаха, чтобы он живой нашелся и возвратился, и десятки таких людей. Знаете, вот природа оккупанта, это надо знать всем. Она такова, что если целям и задумам оккупанта соответствует, чтобы он вас хвалил, любил, помогал, он это будет делать. Но тогда, когда его целям будет соответствовать, чтобы вас снести и изничтожить, он это будет делать. И поэтому надо видеть суть поведения оккупантов. Если оккупант позволяет строить мечети, то надо посмотреть, а делает ли он все для того, чтобы твой народ, ты сам сохранился на своей земле. И если ты не можешь найти ответ на второй вопрос, то тогда ты должен задуматься над тем, зачем оккупант это все делает.